Если вам интересно, как научиться понимать разговорный английский самостоятельно, то этот выпуск для вас. Меня зовут Марина, и сегодня я хочу поделиться с вами очень полезной информацией по изучению английского языка. В нашем современном мире существует очень много способов изучать языки. Учи не хочу. Поэтому запомните одно очень важное правило. Решив начать заниматься английским языком самостоятельно, будьте готовы проявить силу воли, терпение и гибкость. Ну а основные ключи к успешному овладению языком — это ваше желание учить языки, готовность работать и регулярность. Итак, давайте начнем. В первую очередь я хочу рассказать вам свою историю изучения языка. Так уж случилось, что моей первой зарубежной поездкой была Америка. Было это 10 лет назад. На тот момент я считала, что мой английский просто на высшем уровне, школьный уровень, у меня всегда были пятерочки. Но по факту, когда я прилетела в Нью-Йорк, оказалось, что я вообще ничего не понимаю, о чем они говорят. Тем более американский английский, он в понимании очень сложный. То есть они зажевывают свои слова, поэтому я ни одного слова не понимала, о чем они говорят. И это при том, что со мной поехала моя лучшая подруга, которой уровень английского был такой же, как у меня, но она все понимала абсолютно. Я у нее спросила: как ты выучила английский, что ты делала? На что она мне ответила: я смотрела сериал «Сверхъестественное» целый год с субтитрами. Ну, скажем честно, этот сериал довольно сложный для новичков, но факт в том, что она полностью понимала их американский английский, она уже понимала их сленги и полностью переводила то, о чем они говорят. Поэтому можно сделать вывод из данной истории, что учить английский нелегко, но можно. Поехали! Первое и самое простое правило в изучении английского языка — это петь и слушать иностранные песни. Это я советую всем начинающим. Включайте любимую песню, открываете текст и начинаете петь вместе. Таким образом вы будете знать, о чем песня, также сможете прорабатывать новые слова. Второй совет, который я рекомендую, это подписаться на всех инстаблогеров. Но здесь действуем по интересам. То есть вы можете подписаться на своих любимых актеров, на своих любимых певцов, на любимых каких-то фэшн-блогеров. Это занимает не так много времени. К примеру, мне очень лень бывает смотреть YouTube-каналы. А здесь Instagram — самая популярная социальная сеть. Основные плюсы: во-первых, вы можете знать, где живет Брэд Питт, чем он занимается. А во-вторых, это же, конечно, восприятие настоящего американского разговорного языка. Совет: не пытайтесь понять смысл каждого слова. Главное — понять общую мысль. Третье правило, которое знают абсолютно все, но я внесу свои некоторые поправочки. Это, конечно же, обязательно нужно смотреть сериалы на английском языке с двойными субтитрами. Я всегда всем рекомендую начинать с мини-сериалов, так называемых ситкомов. Это комедийные сериалы, в которых описываются простые жизненные ситуации и простые жизненные проблемы. Итак, почему именно ситкомы? Есть несколько причин почему. Во-первых, короткие серии по 20-25 минут. С такими сериалами работать намного проще, чем с сериалами, которые идут по часу, по полтора часа. Во-вторых, ограниченное количество главных персонажей. Вы быстро усваиваете их манеру общения, а также основные фразы, любимые словечки главных героев. И уже через несколько серий вам уже будет легче воспринимать их на слух. Поскольку ситкомы строятся на простых жизненных типичных ситуациях, то благодаря им вы сможете выучить различные разговорные конструкции и сленги, которые используются в реальной жизни. И следующая причина, по которой стоит смотреть именно ситкомы, это живой, настоящий американский английский. И сейчас я вам расскажу о своих любимых двух сериалах, на которых я сама училась понимать и разговаривать. Первое — это Friends, друзья. Это не старейшая классика. Я думаю, все смотрели этот сериал. И в чем плюс этого сериала? В том, что его посмотрели абсолютно все на русском языке, поэтому сейчас самое время начать смотреть его на английском уже с двойными субтитрами. В данном сериале легкий юмор и несложные диалоги. Я его советую всем начинающим. Второй сериал, который я просто обожаю, я думаю, тоже его многие смотрели, это How I Met Your Mother. Как я встретила вашу маму. Это тоже развлекательный сериал про компанию друзей, и действия разворачиваются в атмосферном Нью-Йорке.
В данном сериале очень много разговорных конструкций, довольно таких простых, и разговорный сленг. Следующий небольшой, но эффективный метод изучения языка – это перевод всех своих смартфонов, ноутбуков и компьютеров на английский язык. Далее заведите себе привычку все записывать. Заведите отдельный блокнот, ежедневник и выписывайте туда новые слова, которые вы выучили за день. Это могут быть предложения, какие-то сленги. Старайтесь по максимуму использовать все выписанные слова и фразы. Развесьте стикеры по всей квартире. Так вы быстрее научитесь запоминать фразы. Совет: не бойтесь ошибиться при разговоре с иностранцами, так как они вас, скорее всего, поймут. Язык жестов еще никто не отменял, но так вы сможете преодолеть свой языковой барьер. Следующее: обязательно загрузите Puzzle English. Это онлайн-платформа для изучения английского языка. Она подходит абсолютно всем. Данная платформа состоит из нескольких частей. Это задания, игры, личный план, слова, подкасты, курсы, книги. Также она есть в мобильных приложениях. Вы просто загружаете на телефон, и он всегда у вас под рукой. Как по мне, так это самая простая и удобная программа. Оставайтесь с нами, увидимся в следующем выпуске, в котором я уже более подробно расскажу о своих любимых мобильных приложениях для изучения английского языка. Всем пока!